حي على الفلاح. Аз-Зубейр ибн аль-Аввам, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Я не встречал никого, кто знал бы аяты Корана лучше, чем она. Никто не мог с ней сравниться. Ни в знаниях правил наследования, или же примеров поведения Мухаммада, салляллаху алейхи вассалям, которые мы сегодня называем сунной, ни в знаниях поэтического красноречия, или преданиях и знаниях о том, кто и где их произнес в присутствии Мухаммада, салляллаху алейхи вассалям, знаниях исторических событий, а также законов и правил, которые вступали в силу. Я не встречал никого, кто знал бы больше нее, вплоть до того, что она больше всех среди нас разбиралась даже в вопросах медицины. В итоге она стала самой знающей среди всех женщин. Она знала абсолютно все, хотя она прожила с Мухаммадом, салляллаху алейхи вассалям, всего 8 лет и 5 месяцев, не больше. У Аиши, да будет доволен ею Аллах, были особенные отношения с пророком, салляллаху алейхи вассалям. Она была изнеженной женой пророка, салляллаху алейхи вассалям, из-за своего характера. Однажды они возвращались после одной из битв, и пророк, салляллаху алейхи вассалям, пропустил своих воинов вперед, а сам вместе с Аишей остался идти позади. Тогда он сказал Аише: «О Аиша, готова ли ты пробежаться со мной на перегонки?» Аиша согласилась. И вот Аиша с пророком, салляллаху алейхи вассалям, бегут на перегонки. Аиша была еще совсем молодой в то время и выиграла у пророка, салляллаху алейхи вассалям. Через несколько лет Аиша и пророк, салляллаху алейхи вассалям, повторили свое состязание в беге. Но в это время, как говорит Аиша, я была постарше и набрала в весе. Поэтому пророк, салляллаху алейхи вассалям, опередил меня. После забега пророк, салляллаху алейхи вассалям, подошел ко мне, толкнул меня плечом в плечо и сказал: «Теперь у нас ничья. Ты выиграла в первый раз, а я во второй». Наиболее почитаемой и уважаемой, о ком пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал, что он любит ее больше всех, была никто иная, как Аиша бинт Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен ею Аллах, известная как Умуль-Муминин, мать правоверных, да будет доволен ею Аллах. Она выросла в прекрасной семье. Ее отец – великий сподвижник Абу Бакр, а ее мать – Умар бинт аль-Амир. Сама Аиша о себе рассказывает: «К тому моменту, как я осознанно стала воспринимать мирскую жизнь и жизнь грядущую, когда я стала осознанно видеть этот мир, мои родители уже поклонялись Аллаху субханаху ва тааля, исповедуя религию ислам. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был одним из немногих сподвижников, который никогда в жизни не поклонялся идолам. Отсюда можно представить, какое прекрасное воспитание дал ей Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Она родилась на 5-й год би'ата. Пророк, салляллаху алейхи вассалям, был помолвлен с ней, когда ей было 6 лет. Он женился на ней после переселения в Медину и заключил с ней брак, когда ей было 9 лет. Позже, когда она была постарше, ее спросили о ее замужестве, на что она ответила: «Меня выдали за него замуж». Субханаллах. В те времена средний возраст девушек для замужества составлял 9 лет. Не надо цепляться за обычаи прошлых лет, только потому, что у вас устоялись другие культурные традиции. В те времена это было нормой. Он женился на ней не по собственному желанию, а по велению Аллаха субханаху ва тааля, и с тем, чтобы она смогла запомнить больше, проводя намного больше времени рядом с пророком, салляллаху алейхи вассалям, так как она жила в его доме. Она была его самой любимой женой, благодаря которой до нас дошли огромные знания религии. Из всех женщин она передала наибольшее количество хадисов от пророка, салляллаху алейхи вассалям, не имеющих разногласий. Она знала больше всех о пророке, салляллаху алейхи вассалям, поскольку она была его женой. О некоторых моментах могла знать только она, как он вел себя в домашнем кругу, и как он общался с близкими, о чем она и повествует нам. Именно поэтому те, кто хочет разрушить нашу умму, пытаются опорочить Аишу, да будет доволен ею Аллах. Как только вы начинаете испытывать к ней неприязнь, вы отвергаете ее предание, и тем самым вы отвергаете половину своей религии. Вместе с ней они отвергают и Абу Гурейру, да будет доволен им Аллах. А как только вы начинаете отвергать его, считайте, что вы лишились практически всей своей религии. Поэтому всегда сторонитесь тех, кто злословит в адрес наилучших представителей нашего общества. Субханаллах.
Домашний очаг Аиши, да будет доволен ею Аллах, и пророка, саллаллаху алейхи вассалям, служит величайшим примером любви, к которой должны стремиться супружеские пары. Аиша, да будет доволен ею Аллах, жила с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в небольшой комнате, которая прилегала к мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Она рассказывает, когда он совершал иатикаф, он просто просовывал голову в мою комнату, чтобы я привела его волосы в порядок. А иногда я просто передавала что-нибудь прямо из своей комнаты в мечеть. Описывая домашнюю обстановку, Аиша говорит, что бывало так, что на протяжении 40 дней в доме пророка, саллаллаху алейхи вассалям, огонь не загорался. Ни в печи, ни даже в лампе, что означало, что им просто нечего было приготовить. У них не было даже масла, чтобы зажечь светильник. Они выживали на финиках и воде. У нее были румяные щеки, и ее кожа имела розовый оттенок. Она очень быстро заливалась румянцем от смущения. Он часто поддразнивал ее, называя ее ласково Хумейра. Он часто смешил ее, чтобы вызвать румянец на ее щеках. Когда он пил из чашки, и это, субханаллах, рассказывает нам сама Аиша, да будет доволен ею Аллах. Когда он пил из чашки, он искал край, к которому прикасались ее губы, и пил с того же края, наблюдая за тем, как она покрывается румянцем, субханаллах. Если она кушала мясо, то он ждал своей очереди, а потом искал сторону, с которой откусила Аиша, и кусал с той же стороны, наблюдая за тем, как ее лицо розовело от смущения, да будет доволен ею Аллах. Как можно говорить о ней что-то плохое? Аиша, да будет доволен ею Аллах, величайшая из женщин, обитательница рая, которую Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, любил больше всех. Однажды в день праздника Аид в мечети развлекалась группа людей из Абиссинии. Они танцевали со своими копьями. Аиша, да будет доволен ею Аллах, очень хотела увидеть их и попросила пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он отвел ее посмотреть на них. И вот они сидят и смотрят представление абиссинцев в мечети. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает ее: «Аиша, ты еще не насмотрелась?» На что она ответила: «Нет». Через некоторое время он снова спрашивает ее: «Аиша, ты еще не насмотрелась?» Она ему отвечает: «Нет». Позже он снова спрашивает ее: «Аиша, ты еще не насмотрелась?» Аиша рассказывает: «Вообще-то я насмотрелась еще, когда он спросил меня в первый раз, но я хотела проверить, как сильно он меня любит и как долго он пробудет рядом, обняв меня». Однажды Аиша, да будет доволен ею Аллах, немного повздорила с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и в момент спора она стала повышать свой голос. И как вы думаете, кто это услышал? Ее отец, Абу Бакр. Тогда Абу Бакр зашел в дом, он был очень рассержен. Как она могла повысить голос? Увидев его, Аиша, не переставая говорить с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, на повышенных тонах, спряталась за спиной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, успокоил Абу Бакра, и когда он ушел, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Аише: «Ну и что ты скажешь теперь, когда я защитил тебя от этого человека?» Говоря о ее отце. Через некоторое время Абу Бакр вернулся и услышал, как Аиша, да будет доволен ею Аллах, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, шутливо разговаривают друг с другом и смеются. На что он сказал: «О Божий посланник, позволь мне, пожалуйста, стать соучастником вашей радости, так же, как я стал соучастником вашей ссоры». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как-то сказал Аише: «О Аиша, клянусь Аллахом, я знаю, когда ты довольна мной и когда ты сердишься на меня, даже если ты не говоришь мне об этом». Она удивилась: «О посланник Аллаха, откуда ты это знаешь?» На что он ответил: «Когда ты сердишься на меня, ты говоришь: клянусь Господом Ибрагима, а когда ты довольна мной, ты говоришь: клянусь Господом Мухаммада». Тогда она сказала: «О посланник Аллаха, быть может, твое имя у меня не на языке, но ты всегда в моем сердце, о посланник Аллаха». Она очень сильно любила пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды группа иудеев проходила мимо пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и вместо приветственного саляма иудеи сказали ему «Ассааму алейкум», что означало «смерть тебя побери», на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил «Ва алейкум», и вам того же. Но Аиша не смогла промолчать и высказала им: «Чтобы вас всех побрала смерть и проклял Аллах». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аиша, не отвечаем тем же». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прошел испытания многими трудностями, и Аише, будучи одной из жен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тоже пришлось пройти через многие невзгоды. На 5-м году по хиджре пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял Аишу с собой в военный поход. Тогда была очередь Аиши сопровождать его. Это была битва с племенем Аль-Мусталик, в которой мусульмане одержали легкую победу. Ибн Убей знал, что мусульмане победят, поэтому присоединился к ним. На обратном пути, когда войска сделали привал, Аиша, да будет доволен ею Аллах, потеряла бусы, которые были подарком от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а следовательно,
значили для нее очень много. Пока она их искала, прошло достаточно много времени, и все уже собрались идти дальше. В своих поисках она и не заметила, что все уже отправились в путь. Обычно Аиша, да будет доволен ею Аллах, путешествовала в паланкине, то есть в крытых носилках. Она говорит: причина, по которой никто не заметил, что меня не было на месте, хоть я и должна была находиться в палатке, была в том, что в те времена мы все были очень легкими и худощавыми. И вот она отстала от группы, но это не вызвало у нее паники, поскольку в те времена существовал тыльный отряд, замыкавший колонну, на случай, если кто-то потеряется или что-то забудет в пути. Она знала, что за ней придут, и в ожидании решила прилечь в тени под деревом и уснула. Как она рассказывает, она проснулась, услышав, как кто-то произносит «истирджа». Им и оказался один из членов тыльного отряда по имени Сафван ибн Муаттиль. Он удивился, увидев Аишу, да будет доволен ею Аллах. Когда он произнес «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун», она проснулась и увидела его, узнав в нем замыкающего. Он ничего не сказал. Она просто взобралась на коня, и они продолжили путь и догнали свое войско. Вот, собственно, и все, что произошло. Однако в это же самое время среди основной группы воинов, когда мухаджиры и ансары набирали воду из колодца, произошла ссора. Ибн Убей воспользовался возможностью внести смуту. Его слова вскоре дошли до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что Ибн Убей сказал то-то и то-то. В целом он сравнил мухаджиров с дворовыми собаками. Этим он хотел сказать, субханаллах, какой же грязный язык, что якобы эти мухаджиры переселились к нам в Медину, и мы дали им денег, обеспечили жильем, приютили, а теперь посмотрите, что они творят. Они пользуются нами. Когда новость дошла до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он вызвал к себе Ибн Убейя и спросил его: «Ты говорил такие слова?» На что он ответил: «У меня и язык не повернулся бы такое сказать. Я же верю в тебя, о посланник Аллаха. Я один из твоих сподвижников». После чего Аллахом была ниспослана сура «Аль-Мунафикун». Его разоблачили. Когда он был разоблачен, он был опозорен, и тогда он отправился в конец колонны воинов, возвращавшихся в Медину. Он испытывает отчаяние, унижение. И в этот самый момент он видит вдалеке двух человек – Аишу и Сафвана, которые спокойно возвращаются домой. И что же тогда предпринимает Ибн Убей аль-Хабис? Он видит, как они приближаются, и говорит: «Так, что же тут происходит?» Он начинает намекать на что-то. Он не говорит ничего конкретного. Ему этого и не надо. Ему достаточно сказать: «Так, что же тут происходит?» И это вызывает у людей любопытство. Действительно, что происходит? Она возвращается одна, вместе с Сафваном. Куда смотрит пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Никто ничего не говорит, так как они возвращаются в Медину. А уже в Медине этот Ибн Убей начинает распускать самые гнусные слухи о нашей матери Аише, да будет доволен ею Аллах. Так что же произошло? Когда они вернулись, Аиша по воле Аллаха заболела. И не просто заболела, а заболела серьезно. Как она рассказывает, целый месяц я была прикована к постели. Я не понимала, что со мной происходит. В тот самый месяц стали распространяться слухи, начатые Ибн Убейем. Субханаллах, некоторые искренние верующие, услышав эти слухи, по неосторожности своей, стали распространять их дальше. Но были и другие верующие, как, например, Абу Аюб аль-Ансари, который, когда до него дошли эти слухи, он не просто отверг их, а сразу назвал их самой настоящей ложью. Она рассказывает: «На протяжении всего месяца я не могла понять, что происходит. Люди распространяли все эти слухи обо мне, и я ничего не могла понять, кроме того, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приходил навестить меня, он не проявлял ко мне своей обычной теплоты. И у нее была сиделка, которая ухаживала за ней, поскольку она была в очень плохом состоянии. Он заходил, приветствовал сиделку и спрашивал у нее, как это себя чувствует.
Он не разговаривал со мной. Она думала про себя. Как-то странно все это. Как же так? Она говорит: через месяц мне стало лучше. Однажды я вышла на улицу и отошла подальше, чтобы облегчиться. Ее сопровождала женщина по имени Мистах. Пока они шли, Мистах споткнулась, наступив на подол своего платья. И, упав на землю, она воскликнула: «Да будет проклят мой сын Мистах!» На что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Как ты можешь бранить человека, который участвовал в битве при Бадре, рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям?» И тогда она говорит: «Разве ты не знаешь, что люди о тебе говорят?» Она спрашивает: «О чем ты? Что же они такого говорят?» Аиша говорит: «Я прямиком направилась к своей матери». Она спросила ее: «О, мама, что же люди говорят обо мне такого?» Мать старается успокоить ее. Она говорит ей: «Знай, что ты самая любимая жена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Тебе не о чем беспокоиться». Услышав это, она встревожилась еще больше. «Что же ты хочешь этим сказать? Что он разлюбил меня? Что происходит, субханаллах? Как люди могли подумать обо мне такое?» Я не могла поверить. Я стала плакать, и я проплакала всю ночь, не в силах сдержать слезы. Когда я проснулась утром, все стало еще хуже. Как она рассказывает, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, позвал Али и Усаму ибн Зейда, чтобы поговорить и посоветоваться с ними. Он говорит: «Что мне делать с ними обоими?» Али, да будет доволен им Аллах, сказал пророку, саллиллаху алейхи вассалям: «Тебе решать. Аллах не принуждает тебя оставаться с ней. Но я бы посоветовал тебе обратиться к ее помощнице». Это была рабыня-помощница, которая помогала ухаживать за Аишей, да будет доволен ею Аллах. Он говорит: «Пойди и посоветуйся с ней. Может, она заметила что-то подозрительное». Помощницу звали Барира. Он вызвал к себе Бариру и спросил: «О, Барира, ты случайно не заметила ничего подозрительного в поведении Аиши, да будет доволен ею Аллах?» Ее ответ был внушительным. Она сказала: «Нет, я ничего такого не заметила, кроме одного момента. Она молодая и еще совсем девочка. Даже когда она месит тесто, она может уснуть, что даже коза может прийти и утащить у нее тесто». Вот, собственно, и все. Насколько это несопоставимо со всеми теми обвинениями, что просто в голове не укладывается. На следующий день пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднимается на мимбар и начинает проповедь в своей мечети. Он спрашивает: «Мусульмане, кто готов разобраться с этим Ибн Убайем? Он доставил столько неприятностей моей семье. Клянусь Господом, я никогда не слышал ничего, кроме благого о своей семье». Обратите внимание, он не сомневается в своей жене. Во всю эту историю они впутали еще одного невинного человека – Сафвана. Я никогда не слышал ничего плохого о Сафване. В своем обращении он призвал покончить с Ибн Убайем за его поступок. А дальше, субханаллах, вместо того, чтобы закрыть это дело, все совершенно выходит из-под контроля. Люди начинают спорить. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, просит всех: «Успокойтесь, успокойтесь». Когда же все замолчали, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сам остался стоять молча. Но он не знал, что сказать. Как рассказывает Аиша, тогда я стала плакать еще сильнее. Я плакала 2 ночи и еще целый день. Слезы просто лились ручьем и не останавливались. Что же теперь будет? Все просто вцепились друг другу в горло из-за меня. Мой отец и мать боялись, что моя печень вот-вот лопнет от того, сколько я плакала. Она не может успокоиться. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел навестить ее. Она рассказывает: «Он пришел, сел рядом со мной, и первое, что он сказал, было: «Ля иляха илlallah. До меня дошли слухи касательно тебя. Если ты невиновна, то тебе не стоит даже беспокоиться. Аллах провозгласит твою невиновность. Если же ты считаешь, что ты в чем-то согрешила, то проси у Аллаха прощения и кайся перед Ним». И как раз в этот момент грусть Аиши
превращается в гнев. Она выходит из себя. Она смотрит на своего отца и говорит ему: «Ответь ему, я даже не собираюсь разговаривать с ним. Скажи ему». Абу Бакр отвечает ей: «Я не знаю, что сказать». Субханаллах. Она смотрит на свою мать: «Мама, а ты что скажешь?» Мама отвечает ей: «Я даже не знаю, что сказать». Тогда она говорит: «Клянусь Аллахом, я знаю, что вы слышали эти слухи и позволили им осесть в ваших сердцах. Вы начали верить в них. Даже если я вам скажу, что я не совершила ничего такого, и Аллах знает, что я не совершала, вы все равно не поверите мне. А если я намекну на свою причастность, хотя Аллах знает, что я никоим образом не причастна, вы непременно поверите мне». Субханаллах. После чего она говорит: «Я просто не могу сейчас передать свои чувства, кроме как словами отца Юсуфа. Мне остается лишь прекрасное терпение, и я буду уповать на Аллаха касательно того, в чем вы обвиняете меня». Субханаллах. Это слова, с которыми Аиша, да будет доволен ею Аллах, обратилась к 3 присутствовавшим в комнате на тот момент. В таком случае вы для меня все равно, что братья Юсуфа, мир ему. Все это показывает, как глубоко она была тронута происходящим. Она говорит: «Я свернулась в клубок и осталась лежать на кровати». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ушел в другую комнату. Он присел и впал в состояние того самого транса, наступавшего в тот момент, когда не сходило откровение. На нем проступил пот. Как рассказывает Аиша, капельки пота бусинками скатывались с его лица, и началось нисхождение откровения. Аллах сказал: «Поистине, оболгавшие – это несколько человек из вас самих. Не считайте это злом для вас, напротив, это благо для вас». Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получил откровение, он улыбнулся. Он тут же воззвал: «О Аиша!» Аиша рассказывает: «Тогда моя мама говорит мне: иди же к нему, посмотри». На что она отвечает ей: «Нет, я не буду с ним разговаривать». Когда я услышала, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зовет меня, и я услышала его радостный голос, первое, что он сказал, было: «О Аиша, Аллах свят он и велик, провозгласил тебя невиновной». Но Аиша говорит: «Мама, пойди и поговори с ним. Иди и сама поговори с ним от меня. Я не собираюсь с ним разговаривать». Мама отвечает ей: «Я не пойду к нему. Тебе следует пойти и поговорить с ним самой». Аиша отвечает ей: «Я не собираюсь благодарить никого, кроме Аллаха. Пусть тот, кто был казнен, будет снова казнен». Она в ярости. Она говорит эти слова о мерзавце, который оказался виноватым в распространении этих гнусных слухов. Абдулле ибн Убейе, самом главном лицемере, ниспосланы 10 аятов Корана, чтобы заявить о невиновности нашей матери Аиши, да будет доволен ею Аллах. И с того самого момента, вплоть до наступления судного дня, человечество будет помнить о высокой чести нашей матери, перечитывая аяты суры Ан-Нур. Аиша, да будет доволен ею Аллах, всю жизнь прожила рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. В тот самый момент, в тяжелый момент для мусульман, для всех верующих, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был тяжело болен в 11 году по хиджре, и ему уже не суждено было поправиться, Аиша описывает последние моменты жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Она говорит: «Голова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, лежала на моей груди. К нам пришел мой брат Абдурахман, и у него был сивак. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на сивак или зубную щетку в руке Абдурахмана. По его глазам я поняла, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел мисвак. Я взяла мисвак Абдурахмана, размягчила его зубами и протянула его пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, почистил зубы и освежил полость рта сиваком. Затем он положил свою голову мне на грудь, и я увидела, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратил руки к небу и стал повторять. В этот момент я поняла, что ему был предложен выбор – оставаться в этом мире или же отдать свою душу Аллаху. Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывает: пророк скончался, его голова лежала между моей грудью и шеей, саллаллаху алейхи вассалям.
После смерти пророка, салляллаху алейхи вассалям, Аиша осталась жить в Медине, и сподвижники постоянно приходили к ней с просьбой разъяснить ей хадисы, с просьбой вынести решение. Когда у сподвижников возникало разногласие касательно каких-либо правил, они обращались к Аише, да будет доволен ею Аллах, за ее заключением. Аиша, да будет доволен ею Аллах, скончалась на 17-й день месяца Рамадан в 85 году по хиджре. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры в исламе и все наши добрые подписчики, находящиеся в поисках истины. Пусть это обращение застанет вас и ваших близких в состоянии крепкого имана и прекрасного здоровья. Вы, наверное, уже знаете, что в этот период смуты YouTube отключил монетизацию в России. Это серьезный удар по многим каналам, среди которых оказались и некоммерческие каналы, занимающиеся исламским призывом. В их числе оказалась и наша с вами миссия Дауа. Более того, YouTube отключил возможность спонсирования нашего канала на территории России.
В связи с этим мы просим наших спонсоров из России поддержать нас и перенести спонсорство на платформу Patreon. Команда «Миссия Дава» непрестанно работает над созданием и локализацией качественного и полезного контента для мусульман, проживающих не только в России, странах Центральной Азии и Западной Европы, но и наших братьев и сестер в Украине. Мы никоим образом не разделяем нашу умму по национальным признакам, скорее даже наоборот. Мы всячески способствуем нашему единству, иншаллах. Скромные сборы с рекламой и ваши искренние пожертвования помогали нам покрыть часть расходов на создание качественного полезного видеоконтента. Волей Всевышнего, благодаря всем вам, тысячи людей регулярно получали важные повседневные наставления и достоверную информацию об исламе. С целью сохранить канал, мы в очередной раз обращаемся к вам с предложением поучаствовать в работе миссии Дава своим пусть небольшим, но многозначительным пожертвованием. Братья и сестры, особенно те из вас, кто регулярно смотрит на нас сейчас за пределами России и Украины, даже небольшая сумма, перечисленная на счет канала, имеет значение в сохранении и укреплении нашей общей работы и нашей общей миссии Дава. Да поможет нам всем Аллах и вознаградит нас всех своей безграничной милостью. Аминь.